разработать, сделать лагерь, ну не для военных, например, не для интернированных, да, а лагерь для особо такой, для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, перед этаж, да, помещение сделать, топлый этаж, кормили, да, чтобы работали, но там их держать, пока все не успокоится. Это место, оно как бы располагалось в лесу. От дороги туда вела такая, грунтовка. Сначала, когда нас привезли, это одноэтажное здание, и мы видели, что это все было огорожено достаточно высоким деревянным забором, достаточно свежим, потому что доски еще не успели потемнеть. Также были видны вышки, тоже свежесколоченные, из такого же даже еще дерева было не крашено. И увидели, что пришло человек, наверное, 5-6. Это были явно жители каких-то окрестных деревень, либо еще кто-то, какие-то рабочие, которые они копали ямы, устанавливали туда достаточно высокие деревянные столбы, тоже только ошкуренные. И натягивали колючую проволоку. Натурально строили такое что-то типа лагеря. Нам наш вопрос там неоднократно: а что это будет, что это вы делаете? Они так немножко по-черному шутили, что новый Освенцим строим. Нам не казали, куда нас везуть. Мы стояли на довольно холодным паветры. І, якщо ви вночі знаходитесь, нічого не освітлено практично. Люди з собаками у воєнній формі, мужчини і жінки, і ви не надто розумієте, в волі знаходитеся. Ми могли зрозуміти, що відбувається, тому що, по-перше, за ніч эта вся территория обросла колючим дротом и вышками за автоматчиками дровлями, которые были до лекции расколочены, на которых реально стоял войсковый человек в униформе, в каске и с автоматом. У этого места было таких 5 або 6 таких барачных помешканий, где стояли такие же люди, которые полили, и все реально выглядало как в фильмах про Первую или Другую світову війну.